Дочь моя, сегодня я пришел пригласить тебя глубоко задуматься, чтобы мои слова нашли отклик внутри тебя и стали частью тебя самого. Тяжелые времена прошли, и наступают хорошие времена. Знайте, что ваши беды закончатся, и что ваш Отец Небесный всегда будет с вами. Жизнь может преподнести испытания и ситуации, которые испытают нас и поколеблют нашу веру. Пусть ваша вера сияет силой и любовью. Помните, ваша страсть, мотивация и интерес к жизни являются выражением моей любви к вам. Сейчас настало время восстановить надежду и напитать свой дух моими обещаниями и истиной. Не бойтесь, если вы переживаете трудные времена, потому что я буду рядом с вами, и я буду направлять вас, вдохновлять вас преодолевать препятствия, защищать ваши мечты и помогать вам их достичь. Возможно, этот мир полон трудностей, но поверьте мне, я их преодолел. У меня есть ключ к жизни, и я хочу, чтобы вы жили долго и счастливо. Надеюсь, ваши победы будут следовать одна за другой. Пусть ваше будущее будет успешным и благословенным. Не терпите поражения. Запомните эти слова, потому что, когда вы счастливы и благословленны, ревность может попытаться разлучить вас. Я пришел, чтобы возвысить тех, кого я люблю. Но ваши враги будут завидовать вашей вере. Не бойтесь. Ибо если ты последуешь моим целям, тебе не причинят никакого вреда. Я не жду от тебя никаких ошибок. Я понимаю, что вы человек и можете ошибаться. Я просто прошу, чтобы ваше сердце и глаза были направлены на эти святые слова. Я могу доверять тебе. Если да, то докажите это, написав в комментариях: «Боже, ты можешь мне доверять». Мы также молимся за вашу верность. Вы можете искать меня и любить меня в мои хорошие дни, но не прекращайте своего путешествия и своих молитв даже в трудные времена и когда дела усложняются. Ходите и молитесь с твердой верой. Хотя вы прольете много слез, вы выдержите бурю. Но стойте твердо. Я успокою бурю и море, и я положу конец вашим раздорам и решу ваши проблемы. Я хочу быть в отношениях, в которых меня постоянно любят, заботятся обо мне и всегда ставят меня на первое место. Вы обнаружите, что вера станет инструментом, который предоставит вам духовную и сверхъестественную силу, которая поможет вам преодолеть зло, преодолеть слабости и противостоять искушениям, страхам, проблемам и всем трудностям, которые встречаются на вашем пути. Пожалуйста, найдите минутку и свяжитесь со мной, прежде чем выйти из дома, поделитесь со мной своими планами и заботами, помолитесь за свою семью, скажите слова веры и мира и порадуйтесь, потому что я ваш пастырь. Ты мой сын, моя дочь, моя драгоценная овца. Я поведу тебя на зеленые пастбища, у тихих вод, и не будет ссор и беспорядков в доме твоем, и прекратятся раздоры, разбивающие твое сердце. Я буду держаться подальше от плохих людей, которые крадут твою любовь и нарушают покой твоего дома. Я уничтожу во тьме весь грех и зло, стремящиеся разрушить вашу веру и счастье. Видеть бедность или нищета на вашем столе. Вы получите пищу вовремя, а я открою врата рая и дам вам благословение, больше работы, образования и роста. Я помогу вам избавиться от вредных привычек и пороков, губительных для вашей искренности и веры. Мы пойдем вместе.
Я крепко буду держать тебя за руку. Сосредоточьтесь на хороших, чистых и красивых вещах, которые я хочу привнести в вашу жизнь. Избегайте негативных дружеских отношений и не поворачивайтесь спиной к тем, кто не готов встать. Я ваш кормилец и могу принести вам счастье, поэтому не ищите одобрения или принятия от других. Точно так же, как мне не нужно разрешение, чтобы благословлять вас. Мне не нужно чьи-либо одобрение, чтобы любить меня и служить мне. Ответ прост. Ты найдешь во мне настоящую и нерушимую любовь, приносящую утешение и исцеление. Только я, умерший и вернувшийся к жизни ради тебя, гарантирую твое спасение и вечное счастье. Теперь, мой сын, моя дочь, попроси меня, чтобы эта любовь длилась с тобой вечно. Чудо, которого вы ждали, придет, проблемы, о которых вы беспокоились, будут решены, и ваши молитвы достигнут моего небесного престола и получат ответ. Но когда я получил это? Поэтому берите его, как все, и не забывайте, кто вам его дал. Используйте свой опыт, чтобы обрести мудрость. Теперь проверьте, все ли в порядке, и приготовьтесь проживать каждый день в благодарности и молитве. Ничего не стоит открыть глаза и сказать «Спасибо тебе, Господь». Попробуйте прямо сейчас и напишите «Спасибо, Господи» в комментариях. Это несложно. Я не прошу вашу собственность. Я не хочу от тебя никаких жертв, кроме моей сердечной благодарности. Таким образом, благословения действительно умножаются и используются в вашей жизни. Ты знаешь, что если ты получишь ответ на свою молитву, но забудешь спасшего тебя Бога и поверишь, что все решил сам, то благословение постепенно завянет, как цветок без воды. Добавьте хвалу к своим молитвам, благодарите мой алтарь, будьте благодарны и дорожите всем, что вы получаете, каким бы малым оно ни было. Знай, что хотя я и не могу дать тебе то, о чем ты просишь, я всегда дам тебе что-то лучшее. Я твой Отец и Создатель. Я знаю, что лучше для вашего будущего, вашей семьи, вашей духовной жизни и вашего сердца. Если ты попросишь у меня средств к существованию, я прощу твой долг. Быть благодарным. Теперь ты живешь свободно. Возможно, у тебя сейчас нет денег, но ты там никому не нужен. Если попросишь еды, не волнуйся, я сделаю добро всем в твоем доме. Я открою дверь. Что бы я тебе ни сказал, иди туда, потому что ты добьешься там своей воли и чести. Вы хотите научиться направлять и управлять многими благословениями в своей жизни. Если вы соедините благодарное сердце с полученной мудростью, вы получите нечто великое и удивительное. Я также желаю вам мира в вашем доме, и пусть чудеса, свидетелями которых вы стали, вдохновят ваш духовный рост. Но не забывай мои слова. Не сосредотачивайтесь только на материале, сохраняйте свой настрой. Большое спасибо. Это первый шаг к сверхъестественной жизни. Это ключ, который открывает дверь в сезон изобилия. Ваша преданность, ваше поклонение, ваша благодарность, ваша вера, ваше стремление благословлять тех, кто вас окружает. Ваша готовность принять мое слово, ваша настойчивость в молитве, ваше желание быть инструментами моей благодати для построения лучшего мира – все это делает меня счастливым. Послушайте еще раз то, что я только что сказал. Позвольте этому голосу проникнуть в вашу душу.
потому что оно понадобится вам, когда эти голоса попытаются вас обескуражить. Ты знаешь, что я тот, кто исцеляет тебя и спасает тебя от бездны смерти. Мы защитим вас с любовью и добротой и откроем дверь в мир, полный сюрпризов и особенных событий. Я надеюсь, что ты примешь чудо, о котором просишь меня. Но будьте благодарны от всего сердца. Преследование меня делает меня очень счастливым. Мне приятно слышать ваши искренние молитвы и слова благодарности. Я так рад видеть вашу смелость и решимость. Послушайте эти слова еще раз. Потому что, когда голос пытается вас остановить, эти слова проникнут глубоко в вашу душу. Помните их. Вы знаете, что я целитель, даритель благословений и избавитель из рва смерти. Моя любовь и милосердие окружают тебя. Итак, доченька моя, пожалуйста, оставьте свою благодарность Субханаллаху в комментариях. Ваша жизнь и семья являются доказательством моей божественной любви. Оглянитесь назад на трудные времена и места, которые вы спасли. Возможно, ты не родился богатым, но с того момента, как ты пришел в этот мир, ты был одним из моих посланников, тем, кто принесет исцеление в этот мир. Но я должен открыть вам одну вещь. Враг пытается разрушить ваше призвание. Моя ангельская армия будет сражаться за вас в жестоких битвах. Ваше сердце разбито постоянными ударами ненависти, но я, как ваш истинный отец, пришел с любовью поддержать и воодушевить вас на достижение вашей миссии и цели. Я пришел, и мечом моего коня я остановлю врага и его войско. Я помажу тебя святым маслом исцеления и проведу тебя по пути твоей судьбы. Я покажу тебе путь, нарисую в твоем сердце множество мечтаний и открою тебе путь. Я дал тебе дары и таланты и сделал тебя своим воином. Я вдыхаю твой дух и зажигаю неугасимый огонь. Вооружившись оборудованием, вы сможете обеспечить комфорт людям и исцелить страждущих. Возьми меня за руку и помни, что я всегда буду рядом с тобой. Вы достигнете своей мечты. Мое самое большое желание – видеть тебя счастливым. Поэтому я здесь, чтобы защитить вас и обеспечить вам мир. Моя любовь к тебе истинна. Так что не бойтесь, потому что я не оставлю тебя одну. Я ваш советчик, друг и защитник. Я переверну небо и землю, чтобы обеспечить вашу победу. Я не хочу, чтобы ты потерпел неудачу, потому что я заплатил за все твои грехи. Сейчас настало время открыть ваше сердце моему милосердию и принять мое прощение. Даже те, кто хочет, чтобы ты упал, знают, как я могу тебе помочь. Несмотря на свои злые намерения, теперь следуй за мной и иди со мной. Поверьте мне. Пусть моя любовь преобразит тебя. Сразитесь со своими врагами, как храбрый воин, и я протяну руку и приведу вас к победе. Сейчас настало время встать твердо и довериться мне в своем будущем. Мы предложим идеальный план. Полностью предайтесь мне, и я направлю и открою ваш путь. Но для меня это требует усилий, смелости и решимости. Даже в самые трудные времена не бойтесь и не ищите причины отказаться от своей мечты. Даже если вы чувствуете усталость, не медлите и продолжайте идти. Продолжайте бороться,
потому что у вас есть силы и способность преодолеть отчаяние и преодолеть чувство вины. У вас есть цель, миссия и обязательства передо мной. Никто не сможет удержать его, кроме ваших рук. Не просите других о помощи, когда у вас проблемы. Не жалуйтесь, что никто не хочет вам помочь. Я здесь с тобой и всех. Если вы согласны со мной, напишите, пожалуйста, в комментариях «Аллах на моей стороне». Будут люди, которые будут критиковать вас, отвергать вас и находить способы сломить вас. Но не обязательно искать любви и принятия у врагов и союзников. Моей любви достаточно для тебя, и моя благодать поведет тебя вперед. Я благословлю твой дом и сделаю его процветающим. У вас есть цель и миссия. Мое обещание остается в силе. Я окружаю вас процветанием, миром, здоровьем и пропитанием. Пожалуйста, будьте честны со мной. Играйте свою роль в нашем завете и наблюдайте, как врата рая откроются для вашей жизни и дома с изобилием и пропитанием. Я люблю тебя, и с каждым днем ты любишь меня все больше. Скажи «да», потому что сегодня закончится ваша буря и закончатся и ваши проблемы. Мое божественное дыхание окутывает ваше небо и рассеивает облака, скрывающие вас. Мой свет принесет тебе новое утро. Отныне ты будешь стоять на прочном фундаменте, получать мои благословения и наслаждаться великим миром и глубоким счастьем. Мои уши внимательны к тебе и молчат от любви. Я предпочитаю слушать тебя, потому что твои молитвы для меня подобны прекрасным песням поклонения. Ваши слезы превратятся в радость, а болезненные моменты в счастье. Ничто не может омрачить вашу судьбу. Я готов пойти за тобой. Моя любовь выходит за пределы Вселенной. Я ласково обниму тебя, благословлю твой дом и пошлю мой божественный дождь, чтобы оросить твои поля. Вы вознаграждаетесь благодарностью каждый день. Когда ты проснешься, я спою пение птиц и сделаю тебя счастливым. Ибо вы узнаете мои благословения в каждом моем шаге. Жизнь для вас и вашей семьи никогда не будет прежней, потому что пришло время пожинать плоды вашей преданности делу и смелости. Вы столкнулись с препятствиями и преодолели серьезные трудности благодаря своей вере и решимости. Вы видели, как то, что казалось невозможным, стало возможным благодаря вашей непоколебимой вере и решимости хранить мое слово и любовь. Теперь скажи мне, кто может противостоять вам? Я тот, кто решает вашу судьбу, и мое желание – продвигать вас вперед, чтобы вы могли получить здесь свое духовное наследие. Я хороший и справедливый. Ты член моей любимой паствы. Кто я? Я с гордостью называю тебя своим любимым сыном и любимой дочерью. Я посылаю своих ангелов защитить вас, обеспечить вашу безопасность и спасти от боли и беспокойства. Вы будете прыгать от радости, видя все хорошее, что увидите в жизни. Помните, что благословения, которые я даю вам, приходят свыше. Будьте смиренными, а не гордыми, и я снова благословлю вас. Если вы готовы получить это благословение в свою жизнь, напишите, пожалуйста, в комментариях «Обними меня, Господи». Ваша уверенность возрастет, и вы это поймете, потому что вас не поколеблет перед другими. Я буду рядом с вами и помогу вам добиться успеха.
Они отступят, когда увидят в тебе мою силу. Теперь пришло время вам поднять голову и не потерять веру в меня, но оставить позади все зло и гонения, которым вы подверглись. Не смотри вниз и не увидишь все, что я собираюсь тебе показать. Будьте внимательны и радуйтесь предстоящим благословениям. Потому что я, ваш Господь, решил поделиться с вами своими чудесными обещаниями. Я Творец всего видимого и невидимого. Вот почему я всегда буду с тобой и подарю тебе самые драгоценные благословения. Моя любовь к тебе вечна. Я был удивлен и сказал тебе взбодриться, но это превзошло мои ожидания. Вы – воплощение преданности и доверия. Мне нравится видеть, как все семена, которые я сею, растут и приносят прекрасные плоды. Вот почему впереди вас ждут хорошие времена и новые возможности, превосходящие ваши надежды и мечты. Вы не остановитесь, пока не достигнете благословенного и счастливого места. Я понимаю, что иногда ты чувствуешь себя иначе. Когда вы испытываете ревность и неприятие со стороны людей, даже тех, кто утверждает, что любит вас, ваши эмоции накаляются. Вместо того, чтобы признавать в вас хорошее, они находят способы заставить вас чувствовать себя плохо и создавать воспоминания, которые причиняют боль и потрясают вашу душу. Но, пожалуйста, выслушай меня сегодня и прими решение. Как вы проявили свою веру и претерпели трудности, так и сейчас вы победили. Не позволяйте никому недооценивать вашу решимость. Просто поверьте мне на слово и следуйте моим обещаниям. Ты знаешь, что принадлежишь мне. Я окружу тебя моей любовью и буду сражаться с любым врагом, который осмелится выступить против тебя. Отпустите мысли, которые приходят на ум, когда вокруг вас возникают проблемы. Когда накапливаются конфликты, вы устали от бесчисленных решений, а ваш разум истощен, приходите и отдохните. Могу заверить вас, что в моем присутствии вы найдете утешение и надежду. Тот факт, что у тебя много проблем, не умаляет моей любящей защиты тебя. Ты знаешь, я не отправлял тебе этот статус. Я уверен, что где бы ты ни был, появится моя сильная рука, и я спасу тебя. Потому что я никогда не хочу, чтобы ты страдал больше, чем можешь вынести. Я сниму с твоих плеч тяжелое бремя. Я не хочу, чтобы ты жил в одиночестве и печали. Ваше будущее настолько прекрасно, что ваши враги найдут способ заблокировать ваши благословения. Но в этой битве ключ принадлежит вам, а ваша вера – это меч, который рассекает препятствия на вашем пути. Только открыв дверь негативным мыслям и эмоциям, посланным врагом, вы утонете. Но если мой Святой Дух станет центром вашей жизни и сердца, вы одержите победу. Я выполнил свой долг и обеспечил вашу безопасность. У меня есть для вас наследие побед и благословений. Теперь стойте твердо, как вы это сделали. Я пришел сказать вам это в нужное время. Вы достигнете духовного уровня, на котором чудеса будут происходить в вашей повседневной жизни. Не возвращайся. Вы многого добились. Не тратьте зря свои слезы и жертвы. Независимо от того, ценит ваша семья ваши усилия или нет, оставайтесь сосредоточенными на своей цели. Ваша вера и решимость сильнее стали. Будьте сильными и смелыми. Многие люди отказались от своих целей и сожалели о своем положении,
но вас ждет другое будущее. Мое присутствие окружает вас, мой дух правит вашим домом, врата рая открыты над вами, а благословения и дары наполняют ваш дом радостью. Раскаявшееся сердце вернется, даже те, кто тебя бросил. Это будет время прощения и примирения. Не бойтесь, потому что я с тобой. Не удивляйтесь, я твой Господь. Я укреплю тебя, помогу тебе и поддержу тебя победоносной десницей моей. Я осыплю вас множеством благословений с небес, чтобы моя слава могла явиться в ваших домах. Распространите эту благодать среди своих друзей, родственников и соседей и прикоснитесь к их жизни и домам. Вы станете каналом исцеления для многих людей. Но для этого важно верить всем сердцем. Если да, то проверьте это, написав в комментариях «Верую Богу». Эта удивительная работа начинается здесь, поэтому, пожалуйста, приходите и слушайте каждое утро. Вспомните все чудеса, которые вы совершили в своей жизни, и то, как эти слова помогли осуществиться в ситуациях, которые раньше казались невозможными. До сих пор я поддерживал вас. Не отступайте, не отказывайтесь от достигнутого. Приближаются новые благословения. Но я надеюсь видеть вас каждое утро с благодарным и восторженным приемом этих слов. Не нужно бояться, потому что кризисы не имеют над вами власти. Опасно. Возможно, мир пытается вас обмануть. Рисует мрачную картину, но я здесь, чтобы возродить вашу веру, укрепить вас и осветить ваше духовное видение. Свидетельствуйте о ценности, которую я вижу в вас, и о моей любви к вам, которую не поколеблют неудачи и трудности, с которыми вы сталкиваетесь. Я спасу тебя из бездны смерти и протяну руку мою, чтобы вести тебя в новую землю духовной силы. Ты мне очень дорог. Вы должны это понять. Вспомни меня на рассвете, когда в окно струится солнечный свет. Вы почувствуете свежесть моей благодати и моего духа, призывающего вас провести время в молитве. Поделитесь со мной своими чувствами и доверьтесь своим планам и страхам. Тогда я отвечу, подтверждая мои слова. И самое главное, каждый момент, когда вы искренне верите, вы почувствуете, как мои руки наполняются любовью и уверенностью, с которыми вам нужно встретиться сегодня. Я вытерла слезы и забыла грехи, совершенные против тебя. Вы по-настоящему свободны. Укрепите свою веру и напишите на листе бумаги следующие слова: «Я свободен навсегда». Благодаря этой любви ваша свобода не является чем-то, что вы получаете своими собственными усилиями, но я даю ее вам бесплатно. Я знаю, что ты борешься с неверием. Враг пытается заставить вас сомневаться, потому что он не хочет, чтобы вы видели исполнение моих обещаний в жизни тех, кто верит в меня. Прошу вашей простой веры и смирения сердца и верьте в меня каждый день. Я поведу тебя на зеленое поле, где сможет отдохнуть твоя душа. Мое присутствие принесет мир, и ваша вера в меня изменится. С нетерпением жду возможности почувствовать мою безусловную любовь и принятие. Я так сильно тебя люблю, и эта любовь изменит тебя. Ваша личность очистится, и вы будете просыпаться каждый день без страха перед завтрашним днем. Ты сильный, а не слабый. Ты смелый и не застенчивый. Когда ты со мной, это никогда не прекращается.
Я не просто говорю это, я действительно никогда не останавливаюсь, когда я с тобой, мой сын, моя дочь. Всегда помните об этом и делитесь в комментариях. Мой Бог никогда не останавливается. Не отчаивайтесь, ибо я дал вам дух любви и силы. Нестабильные эмоции, которые приходят и уходят, доминируют над моей силой. Вместо беспокойства и страха моя сила наполнит твое сердце. Готово. Сегодня вы обретаете свободу и обнаруживаете, кто вы есть на самом деле. Я покрыл тебя благодатью, и куда бы ты ни пошел, ты будешь сиять моей истиной, миром и благословениями. Пусть твоя душа будет утешена. Затем я прошепчу тебе слова любви, чтобы ободрить тебя и развеять твои страхи. Вам не придется каждый день сталкиваться с бурей в вашем мозгу. Нет причин страдать, когда другие пытаются это понять. Когда я говорю вам, чтобы в вашей душе был мир, вы должны поверить могущественному слову, которое исцелит вас. Я просто хочу сказать спасибо. Не забывайте обо всех дарах, услугах и преимуществах, которые были вам дарованы. Я прощаю и забываю твои грехи. Я исцелю твою боль и спасу тебя от бездны отчаяния. Я освобождаю твою душу с состраданием и любовью. И если сегодня ты доверишься мне всем своим сердцем, ты никогда не будешь нуждаться в любви и внимании, ты никогда не будешь искать общество лживых друзей и никогда не будешь искать благосклонности слабых предателей. Я буду твоим другом, твоим товарищем, твоим обеспечением, твоим Богом, твоим царем, твоим пастырем, твоим дающим, твоим целителем. Я открою ваши духовные глаза, чтобы вы могли понять. Войдите в эту дверь сейчас, наслаждайтесь новой сверхъестественной жизнью и никогда не возвращайтесь домой больными. У меня есть для вас великое и чудесное чудо. Даже если вы не просите об этом, я окружу вас благословениями, и если из моей бесконечной и вечной любви вы отдадите мне свое сердце и обязуетесь следовать за мной с настойчивостью и преданностью. Никто не сможет отнять тебя у меня. Но коварный враг терпеливо ждет момента, когда вы отвлечетесь и захотите оглянуться назад или вернуться в прошлое. Сомнения могут проникнуть в ваш разум, ловушки и неуверенность и снова поработить вас. Злые и завистливые люди не выносят вида такого сильного человека, как ты. Если вы духовно не проявите страха или сомнения перед лицом своих испытаний, они будут знать, что ваша судьба определена и что их атаки будут слабыми и неэффективными. У вас есть спокойствие, стабильность, эмоциональная зрелость, невинность, контроль и сверхъестественная сила. Это дар моего Святого Духа вашим сердцам. Здесь нет места трусости и страху. Ноги твои будут дрожать от тревоги, и тревога не будет править тобой. Вставать. Не принимайте решения на основе эмоций. Сохраняйте спокойствие и хладнокровие. Запомните эти слова, которые я вам сказал. Подойди и послушай меня. Пусть мои объятия подарят тебе любовь и покой, которые тебе нужны прямо сейчас. Он осыпет вас благодатью и благословениями. Я хочу стать свидетелем твоего успеха, процветания и вечной жизни на моих небесах. Вы согласны? Живите здесь так, как вам нравится, со страстью и энтузиазмом, с целью и видением, с бесконечным желанием творить добро и распространять мое слово на все концы земли.
Я буду творить чудеса вашими руками и подарю им поддержку и утешение. Это души, ищущие духовной пищи для нуждающихся. Ходите верой. Не позволяйте плохим намерениям плохих людей поработить вашу жизнь. Доверься мне полностью. Тогда у вас будет великий покой. Когда придет опасность, вспомни мое обещание. Тогда мой Святой Дух окружит тебя безопасностью. Пусть вы и ваша семья всегда будете окружены несокрушимым щитом, защищаемым моими ангелами-воинами. Моя защита всегда рядом. Поверьте мне, искушение не одолеет вас. Бог – моя сила, сказал он в комментарии. Радуйтесь, зная мою вечную любовь, из которой проистекают обильные благословения. Что бы жизнь ни преподнесла вам, вы не беззащитны. Помните, это очень важно. Враг ждет момента отвлечения и с искушением в уме оглядывается назад и сомневается в этих словах. Не позволяйте своему разуму попасться в ловушки и неопределенности, которые могут снова поймать вас в ловушку. Никто не может это сделать. Важно помнить, что это не причинит вреда ни вам, ни вашей семье. Враг попытается подорвать вашу веру и эмоциональное равновесие. Я твой источник обновления и силы. Даже если ты упадешь, ты снова встанешь. Ибо тот, кто верит в меня, никогда не будет побежден. Всегда оставайтесь скромными и сдержанными. Будьте терпеливы и не беспокойте нарушителя спокойствия. Не отвечайте гневом или насилием. Я придаю вам смелости, но я также хочу, чтобы вы поступали мудро. Если вы боитесь, пожалуйста, доверьтесь мне и найдите мою компанию. Я защищу тебя от бед. Я буду держать твой путь и буду рядом с тобой. Начиная с сегодняшнего дня, прежде чем начать свой день, помните, я ваш гид, говорящий с вами. Не бойтесь говорить терпеливо. Я всегда с тобой. Я никогда не буду одинок или забыт, я буду помогать тебе и любить тебя. Слепые люди могут попытаться пристыдить вас за прошлые ошибки, но не слушайте их. Не позволяйте гневу и печали поглотить вас. Даже если у тебя все отнимут, я всегда буду здесь. Что бы ни случилось, я никогда не оставлю тебя. Для меня ты всегда останешься любящим, добрым и искренним человеком. Не тратьте время на оскорбления людей, которые ничего о вас не знают. Исследуй мою душу, жажде моего руководства, найди прибежище в моей любви. Я тщательно создал море, небо, горы и твою душу, чтобы ты мог жить вечно в моем царстве. Время неверующих ограничено, но вы будете жить вечно. Я даю каждому свободу выбора жизни и истины. Он тронул мое сердце и ответил с благодарностью. Я даю тебе обильные благословения и всегда буду с тобой. Верьте и не бойтесь. Трусы теряют время. Я осуждаю их и прощаю им их прошлые грехи. Я сейчас не помню. Теперь, когда ваши грехи забраны, я снял бремя и давление с вашего сердца. Печаль, оставшаяся в вашем сердце, также изменится. Я надеюсь изменить ваше мышление, придать вам больше смелости и пробудить в вас интерес к жизни. Лучшие вещи в этом мире для тех, кто искренне верит в меня, смиренно следует моим учениям и не позволяет силе испортить их.
Небеса радуются, когда вы решаете включить меня в свою жизнь, следовать моим принципам и повиноваться моим наставлениям. Мы вернем вам потерянные вещи. Твоя судьба в моих руках, так что ходи с верой. Все враги побеждены. Приходите ко мне и молитесь с верой, и я дам вам все, что пожелает ваше сердце. Я знаю твои чувства, глубоко понимаю твое сердце, и ты ничего не сможешь скрыть от меня. Вы всегда можете открыться мне и поделиться своими проблемами. Меня всегда интересуют ваши чувства и потребности. Как ты можешь сомневаться в моей заботе, когда я спасаю тебя и даю новый шанс? Не ждите, что найдете любовь и понимание в этом мире. Но у меня есть все, чтобы обрести покой в душе, наполниться своей любовью и ощутить удивительное чувство любви. Потому что я люблю тебя, и это всегда будет правдой, даже если ты в этом сомневаешься. Даже в трудные времена моя любовь к тебе никогда не остынет. Я любил тебя, люблю тебя и всегда буду любить тебя. Не тратьте свою любовь на людей, которые вас не ценят и не заслуживают вашей любви. Не позволяй тем, кто заставляет тебя страдать, отнять то, что должно принадлежать мне. Знай меня, уважай меня и сохраняй в своей жизни уважение, которого я заслуживаю. Я должен быть твоим единственным Богом, твоим единственным Господином, твоим единственным Царем. Когда я уступаю свое место чему-то или кому-то другому, вполне естественно испытывать чувство утраты. Вы чувствуете, как пустота внутри вас становится все сильнее и сильнее. Позвольте мне рассказать вам, что произошло. В вашем сердце есть пустота, которую может заполнить только моя любовь. Вот почему ты грустишь, плачешь по ночам, жаждешь любви, но ищешь ее не там, где надо. Никто в этом мире не может любить тебя так сильно, как я. Если вы тоже меня любите, пожалуйста, оставьте комментарий со словами «Боже, я люблю тебя». Приходите ко мне за миром, любовью и отдыхом. Почему ты продолжаешь ждать? Почему ты продолжаешь отдавать свою жизнь людям, которые приносят тебе только боль? Я все еще здесь, чтобы приветствовать вас, потому что моя любовь преодолеет ваши ошибки и неправильный выбор. Не жди, пока я буду страдать, просто приди сейчас. Сегодня я обниму тебя и покажу тебе свою любовь. Я жду тебя. Ваше будущее и нынешняя ситуация вскоре улучшатся. Я особым образом вмешаюсь в вашу жизнь, и вы ясно увидите решение своей проблемы. Не дайте себя обмануть негативными комментариями или мнениями людей, которые хотят держать вас в ловушке духовных страданий. Если вы слушаете или читаете это, то это потому, что я подал вам идею. Я готов. Дверь скоро откроется. Я не иллюзия. Ты знаешь меня, ты знаешь, кто я. Поверьте мне на слово. Когда бы ты ни попал в беду, я здесь, чтобы спасти тебя, окружить любовью и дать новый шанс. Несмотря на ваше темное прошлое, ваша жизнь улучшилась с тех пор, как вы были спасены. Заставь огонь гореть в твоем сердце, моя мечта о тебе становится все больше и больше. Он станет источником пропитания и изобилия для вас и ваших близких. Держитесь жизни, которую я дал вам, и наполнитесь радостью. Потому что скоро я буду делать много удивительных вещей, чтобы изменить вашу жизнь к лучшему. Даже в трудные времена вы лучше поймите мои планы на вас. Я всегда был рядом с тобой,
прощал тебя, воспитывал и никогда не оставлял без помощи. Наступает новый день. Ваше горе превратится в большое счастье, и вскоре на ваших глазах произойдет чудо. Так что выразите свою веру и приверженность, сказав «Я верю» в комментариях. Быть верным. Вы не заблудитесь. Я испытываю вас небольшими испытаниями, чтобы подготовить к великим победам. Я знаю твою боль и страдания. Мой дух утешит вас и заполнит пустоту в ваших сердцах, в ваших страданиях. Иногда ты можешь чувствовать себя отстраненным. Я не хочу с тобой разговаривать, и я злюсь, но если ты подумаешь об этом вместе со мной, все, через что мы прошли, было напрасно. Вся хорошая работа, которую я сделал для тебя, была потрачена впустую. Все, что я предлагаю вам, очень ценно. Мои слова драгоценны, как бриллианты, ваши благословения подобны семенам. Некоторые могут показаться падшими и потерянными, но они вырастут и станут подобны лиственным деревьям, принося много плодов для вас и вашей семьи. Итак, теперь отдыхайте, примите мой мир и будьте терпеливы. Ты в моем саду. То, что вы держите в руках, вырастет и умножится, и слезы ваши высохнут. Все, что вам нужно, будет предоставлено в изобилии. Все, что вам нужно сделать, это подождать. Если ты плачешь о том, что потерял, плачь от радости. Вскоре, в моей силе, вы увидите, как плодородная почва ваших молитв принесет величайшие благословения, которые благословят вас и ваших близких. Так что не бойтесь. Я на твоей стороне. Не волнуйся, ибо я твой Бог, который укрепит тебя, поможет тебе и поддержит тебя сильной рукой. Не бойтесь. Я здесь, чтобы защитить тебя от зла. Ваше будущее будет отличаться от вашего прошлого, и меня это волнует. Я надеюсь, что вам не придется пережить что-то обидное в прошлом, и я надеюсь, что вы не повторите болезненную историю. Пришло время залечить раны вашего сердца. Отпустите то, что произошло, и примите только извлеченные уроки, чтобы двигаться вперед. Доверься мне полностью. С этого момента я здесь, чтобы направлять тебя, и всегда буду рядом с тобой. Поговорите со мной, поделитесь своими мыслями и даже поплакайте, если вам нужно. Не доверяйте людям, которые кажутся вашими друзьями, но в конечном итоге предают ваше доверие и раскрывают секреты. Я хочу, чтобы ты, мой сын, моя дочь, общался со мной, знал больше о том, кто я, был моим существом и жил той целью, для которой я выбрал тебя. Ты никогда не будешь одинок, потому что я всегда с тобой. Привет. Наступает новый этап, полный радости и никакой печали. Твои слезы станут радостью, потому что скоро ты увидишь, как я выполняю все свои обещания. Как райский сад, я каждый день нахожусь под защитой твоей любви. Позвольте моему сердцу танцевать в ритме вашей доброты и научите меня искусству благодарности, чтобы я мог понять множество причин, по которым я должен быть благодарен, даже в темноте. Когда я принимаю твои указания преодолевать невзгоды мужеством и верой, пусть моя вера сияет, как звезда, свидетельствуя о твоей бесконечной верности. Я прошу тебя вести меня так, чтобы я мог быть маяком надежды для тех, кто встречается на моем пути, чтобы моя жизнь отражала истину этого святого слова и чтобы я мог быть свидетелем твоей спасительной силы. Когда я размышляю над посланиями,
раскрывающими широту Твоей любви, я чувствую окружающую меня ауру мира и безопасности, которая преодолевает все обстоятельства и наполняет меня покоем, который только Ты можешь дать. Отец, дай мне силы распространять Твою любовь, как доброе семя, куда бы я ни пошел, потому что послание обещает обновление и перемены. Я доверяю Тебе осколки своей жизни, веря, что Ты горшечник, способный создать красоту из пепла. Господь, пусть моя жизнь станет живым свидетельством Твоей силы восстановления и обновления. Я понимаю, что борьба не только физическая, но и духовная. Опираясь на божественный меч, защищающий Твоих детей, пожалуйста, защити меня от всех, кто пытается причинить мне вред, и дай мне быть сильным даже перед лицом тех, кто противостоит мне. Каждый раз, когда я переживаю самую темную ночь своей души, я чувствую Твое присутствие, окружающее меня любовью и состраданием. Обновляйте мою веру каждое утро и изгоняйте тени печали и отчаяния. Господи, дай мне силы преодолеть страдания и получить все блага Твоего милосердия. Спасибо за обещание справедливости и восстановления, чтобы мы могли двигаться вперед с уверенностью, что несправедливость будет исправлена и наши испытания не будут напрасными. Я верю в Вашу способность превратить боль в радость, а слезы в торжествующий смех, когда я двигаюсь вперед в новую главу своего путешествия. Я молюсь, чтобы Вы направляли каждый мой шаг своей любящей рукой, и чтобы я наслаждался изобильной радостью, здоровьем и жизненной силой, которые Вы обещали. Я принимаю верой возможность проводить время с Тобой каждый день и питать свою душу сладостью Твоей любви. Я понял, что вера мой щит, а молитва моя сила. Даруй мне оставаться непоколебимым, несмотря на жизненные бури, разуметь Твою волю духовной мудростью и принимать мудрые решения, основываясь на Твоей любви. В эти минуты молитвы я чувствую Твое присутствие, окружающее меня, словно одеяло любви и утешения. Пусть каждое мое слово будет доказательством моей веры в Тебя. Я ценю Ваше терпение и безусловную любовь. Потому что, хотя я и слаб, я знаю, что Твоя сила полна. Мы молимся во имя Твое святое и всемогущее, и во имя Иисуса, Спасителя человечества. Аминь. И сегодня я обращаюсь к вам с сердцем святой любви. Как всегда, чтобы найти долгожданный ответ. Этот ответ – ключ к выходу из лабиринта испытаний, с которыми вы сталкиваетесь. Поймите эту глубокую истину. Каждое событие, которое вы переживаете в жизни, имеет высшую цель. Иногда может быть такое ощущение. Если вы столкнулись с проблемой, которую не можете решить, не бойтесь. Я с тобой и принимаю все твои заботы. Покойся с миром и покойся со мной. И знайте это с твердой верой. Я твой Бог-Отец, Создатель, который так любит тебя, Создатель, который привел тебя в этот мир с ясной и благородной целью. Живите с сущностью Бога, живущей внутри вас. У вас есть способность совершить множество благородных дел и благословить многих людей. Вы столкнулись с бурей, которая испытает вашу веру до глубины души. Но в глубине души я буду скучать по тебе. Поверьте мне. Ты придерживаешься моих слов, но душа твоя ищет утешения день и ночь. Вы ищете бальзам, чтобы исцелить конфликт, который лишил вас радости, оставив вас грустным и печальным. Поверьте мне на слово. Этот вызов исходит не от меня.
Я привнес эту ситуацию в вашу жизнь, чтобы привлечь внимание и помочь вам осознать, что моя всемогущая и бесконечная любовь находится внутри вас. Каждая борьба, каждая невзгода, каждая боль становится крепостью безопасности и силы для вашего разума. Прежде чем мы подробно рассмотрим сегодняшнее послание, у меня есть краткое приглашение к вам, мои сыновья и дочери. Христианский мир недавно учредил членский клуб. Приглашаем вас стать частью самого христианского клуба на YouTube. Таким образом, получая особую выгоду, вы также помогаете и вносите свой вклад в дело Божье. Мы были бы очень признательны, если бы вы помогли нам сохранить канал и распространить Слово Божье среди большего числа людей. Если вы чувствуете в своем сердце предложение или пожертвование, чтобы помочь сохранить этот канал и работу Бога, я буду очень признателен за это. Кроме того, нам очень помогают ваш интерес, лайки и репосты видео. Привет, если ты еще не подписался на канал, чего ты ждешь, сынок, дочка? Присоединяйтесь к нашему удивительному сообществу на YouTube во славу и честь Божию. Аминь. Сегодня я приглашаю вас подняться на духовный уровень. Мы просыпаемся и освобождаемся от дней жизненных бесцельных скитаний, плачущих глаз, разбитых глаз, резких слов и оскорблений. Ты можешь подумать, что это то, чего я от тебя хочу, но это не так. Я создал образ жизни, полной силы и свободы, свободный от оков удовлетворения желаний других и испытывающий истинное счастье. То, что я говорю, важно. Скажи мне, ты им веришь? Ты веришь мне сегодня? Если да, то напишите, пожалуйста, Господи, я верю в Тебя, в комментариях. Теперь я призываю вас встать и действовать с верой. Если вы не уверены в маршруте или усилиях, не волнуйтесь. Я буду направлять и защищать вас от тех, кто одержим тьмой, и от тех, кто замышляет против вас и пытается причинить вам вред. Будьте терпеливы и идите со мной всем своим сердцем. Затем я проведу вас через ближайшие дни, месяцы и годы. Ты можешь идти по долинам и взбираться на горы, но я буду с тобой на каждом этапе пути. В самые мрачные моменты я буду светом, который будет направлять твой путь и придавать силу твоим шагам, пока ты не доберешься до места назначения. Мы обещаем вам обильные благословения. Вы будете наслаждаться процветанием за границей и встретите на своем пути множество людей. Я открою тебе дверь, и ты будешь благословлен в свое время. Когда придет время, я подниму тебя и полетю, неся народам исцеление и любовь. Ты сильный, а не слабый. Он не застенчив и смел. Это было не просто совпадение, она была любима, выбрана и защищена моей безусловной любовью. Поэтому я не позволю ничему и никому причинить мне вред. Я сообщу миру о вашей великой ценности. Те, кто не ценит вас, будут разочарованы, а тем, кто желает вашего падения, будет стыдно видеть, как ваша семья процветает и процветает. Если вы будете следовать моим словам каждый день, сейчас самое время принять самое важное решение в вашей жизни. Я благословил тебя огромной силой, интеллектом и способностями. Пришло время встать и перестать тратить время на бессмысленные отвлекающие факторы и сосредоточить свои усилия на тех, кто вас не ценит. Вас ждет благословенное место. Не бойся, знай, что у тебя есть мужество.
попросите благословения сейчас. Потому что если вы будете колебаться, вы можете упустить это. Это подходящее время для сбора урожая. Веселиться. Я открою двери и окна небесные, и только те, кто бодрствует, получат это благословение. Сектанты молчат, боясь взглянуть правде в глаза и винить себя в сложившейся ситуации. Слушай меня каждый день. Я хочу, чтобы все уставшие люди пришли ко мне и дали им жизнь с избытком и покой. У меня есть план добра, благословений и процветания для всех, кто ищет и любит меня, как и вы. Ваша вера и отношения делают меня счастливым, и каждое утро я хочу коснуться вашего сердца и показать вам благословения, которые я приготовил для вас. Я влюблена в него. Не думай, что я тебя не знаю или что я люблю тебя меньше. Иногда мое молчание – это урок терпения и сигнал о том, что для того, чтобы все развернулось, нужно время. Поверьте, что исход вашей ситуации превзойдет ваши самые смелые мечты. Мы наполним ваш разум тишиной и спокойствием. Я забочусь обо всех заботах, которые терзают ваш разум. Я очень осторожен с ними. Вы верите в это? Если вы верите, пожалуйста, покажите свою веру в комментариях и напишите «Я верю в Бога». Остановись на минутку, закрой глаза и влюбись в меня. Обними меня и почувствуй нежный поцелуй в своем сердце. Если ты угрожаешь расплакаться, скажи мне: «Я здесь». Я никогда не покидал его. Я никогда не покидал его. Используйте это время, чтобы узнать от меня, что вы станете мудрее, когда ваши проблемы исчезнут и ваша жизнь станет легче. Вы умеете выбирать друзей, которые ценят вас самих, а не то, что у вас есть. Я не оставлю тебя и не дам тебе больше, чем ты сможешь выдержать. Пожалуйста, обратите внимание на мой урок и оставайтесь на связи для вашего понимания. То, что я делаю в вашей жизни, это то, почему вы получили благословение моего сердца и рады приветствовать этот день. Пейте из этого источника, где текут воды любви и жизни. Тогда вы больше не будете жаждать. Это останется в прошлом. Я постараюсь позаботиться о вашем здоровье, работе, семье и обо всем, что для вас важно. Я готовлю ваши мероприятия еще до того, как вы об этом попросите, поэтому все происходит вовремя. Сын мой, дочь моя, расслабься и отпусти свои заботы. Используйте это время, чтобы искать меня и восхвалять имя мое. Когда ты узнаешь, как сильно я тебя люблю, скажи мне: сын мой, дочь моя, как сильно ты меня любишь. Радуйтесь имени моему. Пусть ваша жизнь будет наполнена благословениями и радостью. Даже если вы, возможно, не до конца понимаете мои пути, знайте, что я люблю вас безоговорочно и никогда не оставлю вас. Доверьтесь мне, и пусть ваша вера будет сильной. Если ваш план провалится, это не значит, что вы побеждены. Это нормально чувствовать разочарование, когда дела идут не так, как ожидалось. Но ваша вера в меня оживит ваш дух и направит вас обратно к моему совершенному плану. Я предвижу светлое будущее для вас и ваших близких. Я хочу, чтобы обещания, в которые ты веришь, сбылись. Не позволяйте печали тяготить вас или обескураживать вас. Поверьте мне. Тогда ваша семья всегда будет в безопасности и счастлива.
У них будет сила противостоять жизненным вызовам и мудрость, чтобы преодолеть угрозы. Они будут маяком и благословением для других. Вас ждут бесконечные благословения, если вы всем сердцем доверитесь Богу Отцу. Вы можете прийти прямо к моему трону и открыто говорить со мной. Не чувствуйте себя виноватым. Я готов простить твои ошибки. Вы ищете и нуждаетесь в очищающей силе моей спасительной крови. Узнайте, насколько вы особенные, ценные и уважаемые. Мое обещание твердо и верно. Я никогда не буду играть твоими эмоциями. Если я обещаю вам гарантированное будущее даже в вашей нынешней ситуации, поверьте мне, потому что это правда. Не переживайте и не волнуйтесь, если ваши планы пойдут не так, как ожидалось. Поверьте мне. Если вы устали от того, что дела идут не так, как вам хочется, мы наполним ваше сердце смелостью и надеждой. Я узнаю твою внутреннюю веру в меня даже в своих эмоциях. Помнишь, как мне было тяжело из-за крови на лбу? Поэтому придите к моему престолу благодати с полной верой. Не волнуйтесь больше. Все станет лучше. Многие аспекты вашей жизни вскоре изменятся. Почувствуй, как моя любовь и мир наполняют тебя сегодня. Я говорю тихо, когда говорю с тобой. Не поворачивайся спиной, когда я тихо зову, не игнорируй мой голос, когда я говорю правильные слова. Думаю, тогда ты был близок к моей любви. Может возникнуть большая необходимость, и я приду к тебе на помощь в нужный момент, даже если ты не чувствуешь моего присутствия, не видишь меня и не слышишь меня. Ваши враги отступят и будут восхищаться вашей храбростью, несмотря на их насмешки, масштабы и угрозы. Сегодня я даю тебе святой меч. Сила моих слов в ваших. Когда вы доверяете ему и говорите с ним, ваше послушание и вера будут вести вас, а моя сила поддержит вас, когда вы столкнетесь со своими страхами. Герой, ты глубоко в моем сердце. Держите за руки своих близких, детей и семью и войдите в их благословенные врата с верой и надеждой. Сегодня я снова делюсь с вами своими сокровенными мыслями и подхожу к вам с любовью и привязанностью, исходящими из глубины моего сердца. Верьте тому, что я говорю, потому что это всегда правда, чисто и искренне. Моя любовь к тебе больше ширины земли. Даже когда вы чувствуете себя маленьким или немного потерянным, помните. Ты мое благословение, забота и защита в моей любви. Будут дни, наполненные грустью, и вам может показаться, что вы боретесь в одиночку, но знайте это. Моя любовь – это щит, который охраняет тебя и направляет тебя, как нежное солнце, которое каждый день согревает твое лицо. Благослови тебя и сияй моей любовью. Ничто в этом мире не может причинить вам вред, поэтому держите голову высоко и улыбайтесь с надеждой. Потому что ты мой любимый сын, моя любимая дочь, и со мной с тобой не может случиться ничего плохого. Имейте мужество и держитесь этой истины. Моя любовь к тебе настолько глубока, что я отдал свою жизнь на жестоком кресте, чтобы стереть твои неудачи и стыд. Несмотря на скрытые грехи, терзающие вашу душу, теперь вы свободны. Платить вам нечего. Это наша работа. Многие люди могут не понимать вашу новую жизнь и благословения в мире. Прощение встречается редко,
и люди защищаются в любой ситуации. Ненавистники находят ваши слабости, создают обвиняющие истории и лгут, чтобы причинить вам боль. Но когда они понимают, что не могут причинить вам вред, их разочарование возрастает. Они могут попытаться обвинить вас в своих неудачах, поэтому не бойтесь этих нападок. Не слушайте плохих слов, не слушайте слухов и не ищите благосклонности у ложных друзей. Не тратьте свое время. Мне это не нужно. Не терпите насмешек. У вас есть божественное достоинство. Я не выбирал тебя и не воспитывал так, чтобы ты следовал чужому мнению, и тебе не нужно чьих-либо разрешения, чтобы прожить свою жизнь. Все, что вам нужно, это моя милость, и когда другие увидят ваш успех, завистники составят против вас заговор. Этот пост является своевременным предупреждением. Следите за своим окружением, и поверьте мне, это нормально. Каждое утро погружайтесь в мои слова, вставайте на колени и просите меня о руководстве. Я сделал тебя богатым, чтобы ты мог начать дома обеспечивать свою семью. Берегите то, что я дал вам. В противном случае благословения прекратятся. Впереди светлые дни, наполненные добром, но сначала я хочу увидеть твою верность. Независимо от ваших ошибок, встаньте и примите данное мною обещание. Не бойтесь. Не кради то, что я запланировал для тебя. Не бойтесь трудностей. Не сталкивайтесь с конфликтом. Не бойтесь встретиться лицом к лицу со своими врагами. Я дам тебе больше мудрости и терпения, чтобы ты дождался моего обещания и освободил тебя от долгов, которые ты не сможешь выплатить, и я никогда не хотел, чтобы ты прожил такую жизнь в рабстве. Моя любовь к тебе велика. Иногда нужно произнести это вслух, чтобы понять. Я очень тебя люблю и надеюсь, что ты живешь в мире. Пусть мои слова принесут вам удачу и процветание. Учитесь на этом. Приходи ко мне каждый день. Не торопитесь и не теряйте время. Слушайте меня и получайте через мой голос. Каждое слово, которое я слышу, благословенно. Я твой Бог и твой Спаситель. Я прощаю твои грехи. Но вы должны избегать зла. Ничто не может быть скрыто от меня. Так что приходите с верой. Я всегда готов простить, очистить, укрепить, благословить, процветать и воодушевлять вас. В свою очередь, я прошу вас иметь веру и преданность и следовать за мной, делая добро другим. Если ты действительно любишь меня и делаешь меня главным приоритетом в своей жизни, пожалуйста, ответь от всего сердца, потому что я люблю тебя больше с каждым днем. Я посылаю вам свои слова, чтобы показать вам свою любовь и воодушевить вас во многих отношениях. Я не хочу, чтобы вы чувствовали себя грустными или побежденными из-за какой-либо проблемы или боли. Запомни мои слова. Не позволяйте другим ограничивать вас и убивать вашу волю к борьбе. Пожалуйста, скажи мне, что ты веришь. Иди сюда, в мои объятия. Ты в безопасности. Никто не может причинить вам вред. Тем, кто попытается противостоять вам, придется сразиться со мной. Аминь. Если вы зашли так далеко, мой сын или дочь, пожалуйста, оставьте комментарий со словами «Аминь», и я буду гордиться этим. Пожалуйста, остаться рядом со мной. Ваше стремление проводить со мной время приносит мне столько радости.
Дорогой, сынок, дорогая дочь, спасибо тебе за эти минуты. Пусть эти моменты случаются в вашей жизни чаще. А если вам захочется остаться со мной еще немного, нажмите на видео, которое прямо сейчас у вас на экране. Мы уверены, что оно тронет ваше сердце, ведь мы подготовили его специально для вас. Сын мой, дочь моя, я буду ждать тебя там. Я здесь сегодня, чтобы предложить вам глубоко задуматься над моими словами, чтобы они нашли отклик в вас и стали частью вас. Тяжелые времена проходят, и наступают хорошие времена. Ваши неприятности закончатся. Христианство, одна из крупнейших мировых религий, основана на вере в любящего и милосердного Бога, который направляет своих последователей твердой и доброй рукой. Благодаря вышеупомянутым посланиям верующие обретают утешение, направление и силу для решения жизненных проблем. Христианский Бог изображается дарующим бесконечную благодать своим детям и дающим им силы преодолевать невзгоды и добиваться успеха. Эта благодать изображается как неиссякаемый источник средств к существованию, дающий верующим возможность преодолевать повседневные трудности с терпением и верой. В священных писаниях подчеркивается важность преданности и верности Богу. Верующим рекомендуется полностью верить в Божью мудрость, строить для себя планы и искать Божьего руководства во всех сферах своей жизни. Более того, христианский Бог изображается как тот, кто прощает грехи искренне раскаивающихся и дает им второй шанс идти по пути праведности. Это послание о прощении и спасении является основой христианской веры и вдохновляет верующих жить сострадательной и сострадательной жизнью. В центре христианского послания – бесконечная любовь Бога к своим детям. Эта любовь изображается бесконечной, вечной и преодолевающей все человеческие препятствия и ограничения. Это бесконечная любовь, охватывающая всех людей, независимо от происхождения, социального статуса и происхождения. Продолжая свой духовный путь, верующие осознают, как важно оставаться сильными в своей вере, даже когда они сталкиваются с, казалось бы, непреодолимыми трудностями. Благодаря вере и терпению они смогут испытать полную жизнь, которую Бог обещал всем, кто любит Его и следует за Ним. Поэтому Бог дает надежду и утешение и направляет своих детей с любовью и благодатью. Он – источник непоколебимой силы даже в невзгодах и свет, сияющий во тьме. И если верующие будут продолжать верить в Него и следовать Его учениям, они обретут покой и удовлетворение в Его божественном присутствии.